Здравствуйте, в эфире информационный выпуск новостей. В студии для вас работает Асан Абиблаев. Сегодня в нашем выпуске. Все маршрутные остановки Крыма будут выполнены в едином стиле. Соответствующее поручение дал накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов. Ранее Сергей Аксенов поручил проработать схему оптимизации маршрутной сети в городах и районах полуострова. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов провел встречу с жителями Джанкойского района. Местные жители имели возможность рассказать о своих проблемах. Подробности смотрите в следующем сюжете. Владимир Константинов посетил села Джанкойского района, лично ознакомился с состоянием школ и детских садов. Местные жители рассказали об основных проблемах Джанкойского района. Основные вопросы, с которыми обратились к председателю Государственного совета, касались порядка и улучшения жилищных условий, газификации, а также ремонта дорог. Люди подошли с большими проблемами и с серьезными претензиями к местной власти о том, что инициативы крайне недостаточны, что проблемы скапливаются, что не решаются. Простые вопросы, не то что сложные. Вот будем разбираться еще впереди. У нас встреча с депутатским корпусом. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов отметил, что местным властям стоит не только обращать внимание на проблемы джанкойцев, но и активнее решать их. Местной власти давно нужно переходить уже в атаку и заняться активно своими регионами. Речь идет о чем? Простые вещи, уборка, коммунальное хозяйство, вывоз мусора должны быть уже давно организованы, простые вещи. Есть программы стратегические, там, строительство детских садиков, прокладка газификации, все это понятно. Вот на это должны быть деньги республиканские, федеральные. Нужно своевременно делать документацию. И самое главное, динамика. Вот здесь один, пожалуй, из первых регионов, с которым мы столкнулись, и динамика не такая явно очевидная, как в другой. Все, придадим ускорение и, так сказать, сделаем выводы. Спикер Крымского парламента Владимир Константинов подчеркнул, что такие встречи помогают эффективно решать проблемы крымчан. Напомним, что встречи с местными жителями уже прошли в Первомайском и Красноперекопском районах. София Шукурова, телеканал Миллет. Представители общественной организации «Крым-Барлиги» провели встречу с активистами Белогорского района. На собрании обсудили все волнующие вопросы местных жителей. Подробнее в нашем сюжете. В ходе заседания председатель общественной организации «Крым-Барлиги» Сейтумер Неметулаев отметил, что организация старается активно решать проблемы крымско-татарского народа. Первые вопросы – это земельные вопросы, прописка, принять гражданство многие хотят, которые только приехали, мы помогаем. Контейнера у многих, которые надо сегодня получить. Сегодня 1 сентября первый звонок, начало учебного года. Мы считаем, что очень много наших девочек, крымских татарок и парней готовят для того, чтобы обучали крымско-татарскому языку, потому что это сегодня государственный язык в Крыму. Руководитель отдела общественной организации «Крым-Барлиги» в Белогорском районе Шевхичине рассказал, что жителей в основном волнуют вопросы газификации и ремонта дорог. Столько проблем, сколько у нашего народа, наверное, ни у кого нет. Проблемы есть у всех. Нам помогать хотят. У нас была встреча и с правительством. Пытаются помочь. Для того, чтобы нам помогли, мы должны сами стараться, иначе у нас ничего не получится. Каждый присутствующий мог задать вопрос и получить ответ. Также на заседании было отмечено, что встречи с населением в регионах Крыма будут проводиться регулярно. Султания Такаева, Нияз Якубов, телеканал Миллет. На территории Крыма заблокирован интернет-проект «Радио Свобода», информационный сайт «Крым Реалии». Отметим, что ранее прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что на журналиста издания «Крым Реалии», которое является региональным подразделением Украинской службы «Радио Свобода», возбуждено дело за призывы к нарушению территориальной целостности России. Вот уже неделю на административной границе Крыма со стороны Украины можно наблюдать большое скопление машин, что обусловлено желанием украинцев отдохнуть на крымских пляжах. По оценкам экспертов, ожидается более полумиллиона туристов из Украины. Сегодня в Совете министров Крыма провели первое заседание рабочей группы по вопросам строительства соборной мечети в Симферополе. Как нам стало известно, на строительство будут направлены внебюджетные средства в размере 500 миллионов рублей. Причем хотим особо отметить, что меценатами строительства стали представители различных конфессий.
В настоящее время работы продолжаются. Уже подготовлены котлованы под фундамент будущего здания мечети, а также административного корпуса и гостиничного комплекса. Напомним, соборная мечеть строится на южной возвышенности в Симферополе, в районе Симферопольского водохранилища. Согласно проекту, она будет включать в себя две части. Основное здание с куполом высотой 28 метров и с внутренним двор, местом для омовения перед совершением намаза. У мечети будет 4 минарета, каждый высотой 50 метров. Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе средств массовой информации «Смиротворец». Побороться за главный приз смогут журналисты федеральных, региональных и национально-культурных СМИ. Будут ли участвовать крымская СМИ, знает Мавилия Юб. На протяжении 8 лет Федеральное агентство по делам национальности и гильдии межэтнической журналистики проводит всероссийский конкурс средств массовой информации «Смиротворец». Газета «Мираба» и «Яна Дунья», входящие в состав медиацентра имени Исмаила Гаспринского, будут участвовать в этом конкурсе. Еженедельные газеты издаются более 1000 экземпляров. Мы, газета «Мираба», еще достаточно молодая газета, нам нет еще 1 года. И, конечно, мы запланировали участие в таких ответственных конкурсах, так как мы являемся органом, который непосредственно влияет на процесс межнациональных отношений в Крыму. И участие такой газеты, как «Мираба» и «Яна Дунья», вытекает, естественно, из самого состояния этих газет по освещению межнациональных отношений. На протяжении 23 лет единственная немецкая газета в Крыму «Хофнунг», что в переводе означает «надежда», издается на немецком и русском языках. Издание ранее не участвовало в конкурсе «Смиротворец», но планирует. Мы еще не участвовали в подобном конкурсе, но, естественно, мы планируем участвовать. И тем более, что наша газета, она достаточно активная, на мой взгляд. Мы практически всегда принимали участие во всех конкурсах, во всех мероприятиях. Ну и, соответственно, отражаем, конечно же, в нашей газете эти мероприятия. К участию в конкурсу допускаются материалы об этнокультурном развитии и религиозном диалоге народов России. Победители будут определены в 6 номинациях: телевидение, радио, пресса, интернет и детская и молодежная СМИ. Мавилия Юпадем, Исмаилов, телеканал Миллет. О коротких новостях Крыма смотрите в нашем дайджесте. Республика Крым зарезервировала земли парков дачи Мисхор, санаториев Дюльбер и Морской Прибой. На этой территории в течение 3 лет запрещено возводить жилые, производственные и прочие сооружения. Об этом сообщает пресс-служба Совета министров Республики Крым. Пожарные ликвидировали возгорание в лесной зоне в районе ущелья Учкош в Ялте. Возгорание лесной подстилки в районе ущелья Учкош на территории Ялтинского горно-лесного заповедника ликвидировано. Пожарно-спасательный отряд МЧС ведет работу по тушению тления. Симферопольская ТЭЦ-компания «Крымтэц» вышла на полную мощность после завершения ремонта основного оборудования. Об этом сегодня сообщили в компании АО «Крымтэц». В «Крымтэц» отметили, что в таком режиме ТЭЦ летом никогда не работала. Она введена на полную мощность после полной реконструкции 2 градирен. Это позволило достичь глубокого вакуума, который существенно влияет на экономичность работы турбин и на снижение удельного расхода условного топлива. Открытие 6 новых детских площадок запланировано в Алуште в текущем году. Об этом сообщила глава Алуштинского муниципалитета Галина Огнева. К середине августа мы будем видеть реальную работу по проведению капитальных ремонтов дорожной сети по установке 6 детских площадок, соглашение на получение которых было также подписано муниципалитетом, сообщила Огнева. Сегодня в Крыму продолжает свою работу вступительная кампания. Во всех вузах начались вступительные экзамены для абитуриентов. Всех их объединяет одна цель – стать студентами главных вузов Крыма. Подробнее в нашем сюжете. Сегодня для абитуриентов наступил новый этап в жизни. Совсем скоро они уже узнают свои возможности и будут решать, с какой профессией связать жизнь. То ли стать врачом, то ли филологом, а может и юристом. С самого утра во дворе Крымского федерального университета имени Вернадского собираются абитуриенты. Каждого из них не покидает волнение. Я хочу поступить в этот университет, потому что считаю, что он самый лучший во всем Крыму, престижный. Сюда приходит молодежь, чтобы поступить в этот университет, получить образование. И как бы я тоже не хочу отставать.
большая конкуренция, но я думаю, что я справлюсь. Волнуюсь немного. Я в медицинский подавал на факультет лечебное дело и стоматологии. Но больше всего хочу в медицинский. Абитуриенты здесь давали вступительные экзамены по английскому языку, математике, экологии и географии. Экзамен был письменным в тестовом режиме. По количеству заявлений самыми популярными факультетами являются стоматология и лечебное дело, юриспруденция и экономика. А стоимость обучения в год здесь от 75 тысяч до 130 тысяч рублей. На всех абсолютно на профилях есть бюджетные места. Конкурс, я не скажу, что самый маленький, не самый высокий, но традиционно порядка 2-3 человек на одно место он выдерживается, особенно это касается восточных языков. Поэтому ребята пытаются учить, если крымчане, родной язык для них, и пытаются учить восточные языки также. Самый высокий конкурс на факультете реклама и связи с общественностью. Здесь на одно место приходится до 18 человек. Несмотря на это, в университете заявляют, что в этом году число подавших заявлений на поступление в сравнении с предыдущим годом меньше. Количество заявлений у нас меньше, чем в прошлом году. Если в прошлом году итоговый конкурс составил 5,1 на место по университету, в этом году порядка 4,5 человек на место. Ну, это связано, может, с двумя факторами. У нас количество мест сохраняется, но количество выпускников в этом году поменьше, чем в прошлом. Собственно, это есть объективные причины. Кроме этого, многие сильные ребята из Крыма продолжают пробовать свои шансы за пределами Крыма, то есть в серьезных московских вузах, вузах Санкт-Петербурга. И, конечно, многие ребята поступают именно в эти университеты и к нам уже не приезжают. Но, тем не менее, надеюсь, что наиболее сильных подготовленных ребят мы возьмем и в этом году. Прием документов на бакалавриат уже закончился, но желающие поступить на магистратуру еще могут подать документы до 12 августа. Об этом сообщают на факультете крымско-татарского языка и литературы Крымского федерального университета имени Вернадского. Стоимость обучения в магистратуре здесь составляет 130 тысяч рублей. Я считаю, что наш факультет на сегодняшний день очень популярный, хотя бы по той причине, что документы на магистратуру подают не только наши выпускники-бакалавры, но и выпускники бакалавры с других факультетов – экономический, исторический. Поступающие должны предоставить следующие документы. Это заявление, которое заполняется непосредственно перед подачей, 4 фотографии, диплом бакалавра, приложение к диплому бакалавра. В Крымском инженерно-педагогическом университете ситуация аналогичная. Здесь тоже продолжают принимать и рассматривать заявления. Абитуриенты же в установленные даты продолжают сдавать вступительные экзамены. Алимия Кайбулаева, Дмитрий Низовой, телеканал Миллет. Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия продолжает вести сбор материалов об участниках Великой Отечественной войны из числа крымских татар и депортации крымско-татарского народа. В связи с этим музей ведет поиск родственников и знакомых героя Советского Союза Сейтнафе Сейтвелиевой. Просьба, кто имеет какую-либо информацию об их местонахождении и контактные данные, обращаться по адресу город Симферополь, улица Чехова, 17 или по телефону +7 978 011 47 40. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды предупреждает: завтра на полуострове ожидаются ливни, грозы, град и сильный ветер. Управление МЧС России по Республике Крым призывает крымчан соблюдать правила безопасности во время непогоды. 5 малых ракетных кораблей проекта 22800 «Каракур» для военно-морского флота России будут построены в Татарстане на Зеленодольском заводе имени Горького. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Александр Карпов. Военные в июле 2015 года заявляли, что они намерены построить не менее 18 кораблей проекта 22800. Ленинградский судостроительный завод «Пелла» получил контракты на 7 «Каракуртов». Из них 3 будут построены на феодосийском заводе «Море» в Крыму. На этом наш выпуск новостей подошел к концу. Это все новости на этот час. До новых встреч в эфире.